Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лисо Хабалова, и коротко о главном к этому часу. Очень повезло вам, Борис Борисович, и нам всем, что вы подъехали, что здесь не стоят машины в 2-3 ряда. Заставленная машинами парковка перед Русским театром не единственная проблема. Учреждение культуры нуждается в ремонте. Больше полувека не ремонтировался и Осетинский театр. Там необходима масштабная реконструкция. Премьер Борис Жанаев ознакомился с насущными проблемами. Папа рубит или я рублю, детки на руках таскают вот сюда дрова, слаживают. Долгожданное тепло скоро поступит в дома жителей поселка Любы Кондратенко. Там приступили к прокладке газопровода. Проблема не решалась годами. Ступень в науку. В Республиканском дворце детского творчества проходит заключительный этап конкурса молодых исследователей. Участие принимает 250 человек. В ближайшие 2 года Северная Осетия дополнительно получит больше 3,5 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие Беслана. В программу входят 64 мероприятия, 4 из них уже исполнены. Реализацию поручений Владимира Путина обсудили на рабочей встрече глава республики Сергей Миняйло и помощник президента страны Максим Орешкин. Говорили и о модернизации Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Феогдон. Медучреждение получило новое современное оборудование на 30 миллионов рублей. Строительство нового корпуса и реконструкция центра включены в федеральную адресную инвестиционную программу с этого года. Также выделят средства на разработку проектно-сметной документации. Речь шла и о программе комплексного развития Владикавказа. Реализации в республике промышленных и инфраструктурных проектов стороны уделили внимание и вопросу подготовки мастер-плана создания нового туристического кластера на территории республики. Цель – стать участником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В Владикавказе продолжает работать контактный центр. Позвонив по специальному номеру, можно записаться к врачу или получить консультативную помощь. Из-за ухудшения эпидобстановки центр увеличил количество сотрудников. Все чаще граждане обращаются с вопросами, касающимися коронавируса. Хитакплиев расскажет подробнее. Можете мне продиктовать свои данные, фамилию, отчество? Звонки здесь не прекращаются ни на минуту. Каждый специалист в среднем принимает до 100 обращений. На каждое, как правило, уходит не больше 1,5 минут. Но бывают случаи, когда людям сложно описать проблему. Тогда времени нужно больше. Если же быстро и пациент понимает, о чем мы с ним разговариваем, то минута 30, минута 20, может и меньше. Мы можем вызывать с поликлиник врача, то есть терапевта. Если это детский врач, то педиатра, то есть мы вызываем этого врача, то есть он может взять у них мазок на ковид. Также, если у пациента симптомы ОРВИ, допустим, ОРЗ, если у него ковид, если этот пациент после операции, если он нуждается в какой-то помощи именно врача-терапевта. Ну, если нужны какие-то другие врачи, то это уже потом терапевт делает направление. До пандемии в контактном центре работали 11 человек, но когда количество обращений увеличилось, привлекли студентов-волонтеров из медколледжа. Теперь гражданам республики помогают 39 человек. Они прошли специальное обучение от работы в программе до психологической помощи. Волонтеры-медики работают у нас 2 смены. С 8 до часу и с часу до 6. Новых сотрудников сажаем с более опытными, они им помогают. Студенты у нас привлекаются только для записи, например, к врачу и вызова врача на дом. При иных вопросах идет перенаправление на горячую линию Минздрава. В начале недели контактный центр оборудовал еще 7 рабочих мест в медколледже. Теперь здесь смогут обрабатывать еще больше звонков. Хитакплиев, Алан Суанов, Новости Осетии. Дети из одной семьи теперь будут иметь преимущественное право пойти в один детский сад и школу. Такой законопроект сегодня приняли на сессии парламента республики, причем таким правом смогут воспользоваться независимо от того, живут они в одном доме или нет. А вот следующий проект закона вводит административную ответственность за нарушение порядка обращения с животными без владельцев, будут штрафовать.
Коснуться изменений работы приютов депутаты считают, изменить ситуацию поможет целый комплекс мер. Речь о стерилизации и вакцинации бездомных собак. Ответственность должны нести и хозяева, которые бросают животных на произвол. Вызывают вопросы и такие владельцы, которые выпускают собак на улицу без присмотра или выгуливают без намордника. Законопроект принят в первом чтении. Премьер Борис Джанаев сегодня побывал сразу в 2 театрах республики. Говорили не о высоком, а о насущном. Проблем в учреждениях культуры много. Это и изношенные водопроводные сети, кровля, устаревшее оборудование, а иной раз и вовсе его отсутствие. С какими сложностями приходится сталкиваться творческим коллективам, расскажет Марина Караева. Очень повезло вам, Борис Борисович, и нам всем, что вы подъехали, что здесь не стоят машины в 2-3 ряда. Парковка перед Русским театром – многолетняя проблема. С нее и начал художественный руководитель Владимир Уваров. Вереница машин создает неудобства для всех. Еще угроза для зрителей, которые выбегают детки. А вот здесь кавалькада машин. Зрители, детки выбегают, они же не видят. Много в театре и бытовых проблем. Над техническими помещениями протекает крыша, водопроводные сети изношены. Обновить нужно также транспорт и оборудование. Оснащение, конечно, дополнительно световое, звуковое. Потому что сегодняшние даже наши спектакли, которые мы же совершенствуемся не только в плане ремонта, мы пытаемся совершенствоваться и в творческом плане. Поэтому вот мы сейчас ставим 2 мюзикла. А мюзикл это другой свет, это другой звук. А для этого нужно, чтобы были петлички голосовые, вокальные, а не голосовые, чтобы они были, конечно, соответствовали сегодняшнему уровню. Еще в 2017 году разработали научно-проектную документацию по ремонтным или реставрационным работам в Русском театре. Сейчас ее уже надо корректировать. Борис Джанаев поручил создать рабочую группу. Нужно вот этот тот минимум важный, который для развития театра и для реконструкции, и для ремонта, вот этот тот минимум обсчитать и выйти тогда на федеральный уровень с решением этого вопроса. Председатель правительства побывал и в Осетинском театре. Проблем хватает и здесь. Здание построили 55 лет назад и никогда капитально не ремонтировали. Коммуникации изношены практически полностью. Кровлю, сценическое оборудование тоже необходимо обновить. Сценическое оборудование очень... на сегодняшний день мы считаем устаревшее. И не только мы считаем, сейчас работает 7 штанкетов на сцене, а в прежние годы их было 48. Устарели давно и гримерки. Именно здесь проходят последние приготовления перед выходом на сцену. У театра нет даже своей светозвуковой аппаратуры. Ее каждый раз вынуждены брать в аренду. Мы сегодня все вместе соберем и создадим вот эту конструкцию необходимости перечня мероприятий, которые нужно будет выполнить. Мы должны взвешенно подойти и обсчитать здраво, понятно, тот самый минимум, тот комплекс проблем, которые должны быть решены. Чтобы мы не уходили в какой-то долгосрочный там проект. Проект реставрации театра уже есть. Борис Джанаев поручил до конца февраля определить план его реализации. Важное условие – театр не должен приостанавливать свою работу. Проектом предусмотрена полная замена всех коммуникаций, воссоздание и восстановление исторического облика. То есть вот тот алюкобонд, который мы видим, его нужно заменить на историческую растекловку. Вот. Ну и сценическое оборудование. Значение театрального искусства сложно переоценить. Это наше достояние, которое нужно беречь и создавать максимально комфортные условия для творческого вдохновения. Марина Караева, Алан Суанов. Новости Осетии. Более 128 миллионов рублей выделят на газификацию в Северной Осетии в этом году. Представители министерства и «Газпром» газораспределения Владикавказ приняли участие в совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. По словам первого заместителя министра профильного ведомства республики Алана Хадикова, сейчас на территории республики заключен 381 договор на догазификацию. Из них по 299 договорам газ уже подведен до границ участка, а в 202 домовладениях подключение выполнено полностью. Отметим, работы производятся специалистами «Газпром» газораспределения Владикавказ. Создан республиканский штаб по догазификации, в рамках которого полностью проведена работа, определен план-график, который утвержден правительством республики, в рамках которого на сегодняшний день планируется осуществить догазификацию 1144 домовладений. Это в 9 муниципальных районах республики или 103 населенных пунктов.
Голубое топливо придет даже в самые отдаленные села. Жители поселка Любы Кондратенко Моздокского района уже много лет мечтают отказаться от топки дровами. Первый шаг к этому уже сделан. Специалисты приступили к прокладке газопровода, но из-за коронавируса работы приостановили. Когда в домах людей все же загорится голубой огонек, выясняла Алина Цгоева. Вот так, как в старину в поселке Любы Кондратенко, а он всего в 15 километрах от Моздока, топят дома. Белить стены после такой печи нет ни смысла, ни сил, говорит многодетная мама Галина. Поставить газовую плиту – вот о чем мечтает лично она. Папа рубит или я рублю, детки на руках таскают вот сюда дрова, слаживаем. Соответственно, сами видите, какая может быть чистота, порядок, когда вот это пыль, а дров вот это все. Сейчас вот сын рубит, старший, дрова. Его, если дома не бывает, куда-то уезжает, рублю я сама. Вот такие пеньки, такие, без разницы. Приходится рубить, потому что не оставишь же детей в холодном доме. У соседей Галины такой же быт. В основном это пенсионеры. Всю жизнь с топором в руках и тоже деньги к зиме копят заранее. Около 50 тысяч рублей. Это только на дрова. Ведь приходится топить дополнительно углем, электроприборами. Сильный мороз, спасаться от холода дома помогает теплая одежда. Ее не снимают даже перед сном. Безрукавочки, халатики, кофточки тепленькие, конечно. Ну, поддерживаем температуру. 3 палочки дров, опилочек туда ложим. Поддерживаем температуру. А уже на ночь засыпаем ведро дрова, угля, потому что, чтобы ночью не вставать, хоть ночью отдохнуть. Голубое топливо в поселок все никак не проведут, нет трубы. Газопровод заканчивается на станице Павлодольская, от нее тупик. Людмила Галиусова в числе тех, кто вынужден был постоянно обращаться в инстанции, чтобы не забыли. Населенный пункт, хоть и маленький, а не заброшен. И только в конце прошлого года, благодаря распоряжению президента, работы по догазификации начались. Завезли трубы, уже готовятся, и трактор дали, копают. Возможно, к концу этого года в поселке начнут готовить еду уже на газовой печи. Прогноз с учетом эпидобстановки. Даже тут ковид преуспел. Работы по прокладке газовых труб от магистральной заморозили, но не отложили. За этим следят в местной администрации. Говорят, дело осталось за малым. Когда у нас будет газ? Были неоднократные обращения моих граждан и на местном уровне, и обращались напрямую и к высшим руководителям страны. Ну вот, результат вы видите у меня за спиной. Уже, значит, материал лежит, работы начаты, прокладка газопровода идет. Я рассчитываю, что в третьем квартале этого года у нас начнется подключение потребителей. В этом году мы вообще уйдем от этой проблемы. Сетевой газ есть сетевой. Да, в конце концов, люди заслужили это право. Как трудно получить доступ к голубому топливу, даже если газовая труба совсем рядом, скоро здесь забудут. Однако в республике еще есть дома, где газа по-прежнему нет. К 2030 году его проведут даже в самые отдаленные населенные пункты региона. Алина Цгоева, Хет Агапоев, Новости Осетии. Жильцы многоквартирного аварийного дома на улице Тельмана, 24, получили благоустроенные квартиры по соседству в доме номер 26. Напомним, просьба ускорить процесс переселения из непригодного жилья была озвучена во время прямой линии с главой республики Сергеем Миняйлом. Дом признан аварийным в 2017 году. В 2018 его расселили лишь частично. Руководитель региона пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Новое жилье предоставлено по республиканской программе обеспечения доступным и комфортным жильем. До конца следующего года планируется расселить еще 32 аварийных дома. Таким образом, новое жилье получит порядка 700 жителей Северной Осетии. В МВД России предложили предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в подразделениях ведомства, но и в многофункциональных центрах. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве также уточнили сроки, когда заявитель обязан обратиться в подразделение в течение 10 дней. Проект уже проходит процедуру общественного обсуждения. Добавим, сейчас зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении госавтоинспекции в течение 10 дней со дня оформления договора купли-продажи. За нарушение сроков регистрации владельцу автомобиля грозит штраф от 1500 до 2000 рублей.
Во Дворце детского творчества проходит заключительный этап республиканского конкурса молодых исследователей «Ступень в науку». Его проводят уже 19-й раз. В этом году в нем участвуют 250 человек в 3 возрастных категориях. Школьники подготовили доклады и презентации в области математических, технических и гуманитарных наук. Лучших молодых исследователей ждут специальные призы. Участники нашего конкурса готовятся с конца октября-ноября месяца. У нас проходит сначала заочный этап конкурса, а потом мы допускаем работы к очному этапу. Дети у нас бывают такие, которые участвуют из года в год. В Владикавказе состоялся любительский турнир по боулингу. Участие приняли общественные организации республики. Среди них молодежный парламент, Российский союз молодежи, волонтеры Победы, волонтеры-медики и волонтеры-спасатели. Всего 11 команд по 2 человека. Победителей наградили кубками. Турнир организовал Центр социализации молодежи Северной Осетии. Интересно, конечно, попробовать свои силы именно уже с людьми, которые занимаются таким же направлением, как и я, то есть общественной деятельностью, но которые еще и в свое свободное время как-то умудряются находить и играют в такую хорошую игру, как боулинг. Интересно помериться силами и на этом поприще. Главная цель турнира – сплочение молодежи республики, общественной организации, чтобы не было никаких разделений. Мы действуем одни, мы действуем вдвоем. Пусть мы все будем действовать сообща, и таким образом будем достигать общественных социальных целей. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.